Так. Привет, друзья. Надеюсь, меня хорошо видно, слышно. Одну секунду. Запустим это. Отлично. Где наши товарищи? Добрый вечер. Надеюсь, меня видно, слышно. Как там, друзья? Меня видно, слышно? Хорошо? Все нормально? Супер. Добрый вечер всем. Извините за задержку, если что. Привет всем, кто пришел лично. И медали отдельные тем, кто не ленится приходить лично. Это самое лучшее. У вас первое преимущество к вопросам. Если заходите в любой момент, даже не надо включать микрофон. Кто смотрит вас на зуме, вы тоже молодцы. Меня нормально слышно? Кивните, если что. Да, отлично. Привет всем. Не стесняйтесь включать микрофон, если что, и задавать вопросы. Дальше. Что еще сказать? Ну и привет тем, кто смотрит нас в трансляции. Вам тоже большой привет. Продолжаем наш еженедельный курс вникания в то, зачем нам нужна Тора и зачем нам изучать каждый год одну и ту же историю в эту неделю, что мы будем делать. Напомню, зачем мы это делаем, потому что в соответствии с учением Каббалы и Хасидизма все происходящее в мире проходит через Тору, свет, который, жизненный свет, который поступает во Вселенную, в творение, он проходит как бы через призму Торы. Тора отражает схему, по которой свет божественности проникает в мир. И поэтому, когда мы внимательно изучаем недельную главу Торы, мы можем из нее извлечь указания, касающиеся нашей нынешней жизни. Потому что Тора вечна, и все, что в ней несет послание для нас, для нашего служения, чтобы мы стали лучше и так далее. Будем учить. Сейчас мы продолжаем с вами изучать недельную книгу Шмот. Мы находимся в третьей недельной главе этой книги. Эта книга Шмот, она больше всего рассказывает именно об исходе, как мы сказали, самому египетскому знанию очень мало времени, очень мало внимания в истории, когда оно длилось исторически довольно долго. Вся главная суть происходящего касалась именно выхода из Египта. Мы уже с вами говорили, да? Что Египет, אין בעיה, רק אל תפריע, מה שאתה רוצה, רק אל תפריע. Продолжим, извините, один из моментов, который каждый раввин должен проходить, каждый должен быть такой картой. Нормально. Мы говорили с вами, что Египет на самом деле является символом вообще, прообразом любых מה מפסידים? שתדבר, תדבר. אתה הולך, אבל רואים אותך בכל העולם. כן, עכשיו אותי. איזה יופי, כן, אבל לא רואים אותי. ברוך השם. Мы говорили, что Египет является прообразом и прототипом любых теснин, которые испытывает человек. Все депрессии, все проблемы, все сложные ситуации символически отражены именно в Египте. Египет считается, с точки зрения еврейских мудрецов, прообразом всех проблем.
Когда мы знаем это, если мы будем, когда изучаем Тору, то мы можем увидеть очень многое для себя. Есть два момента важных, на которые следует особо важно смотреть при изучении Торы. Все важные моменты. Но есть у нас построение храма, построение мишкана переносного, и выход из Египта являются очень ключевыми для психологии человека моментами. Есть, как мы говорили, если Египет, он символизирует проблематичное состояние человека, из которого человеку следует выйти, а выходить нужно каким образом найти. Помните, мы говорим, что все герои и все истории, которые описываются в Торе, на самом деле частичка и прообраз каждого из этих образов есть в каждом из нас. Каждый человек является отражением всей Вселенной и всего, что в ней происходит. И поэтому, внимательно всматриваясь в себя, в теории, конечно, без самой написанной Торы это было бы сделать очень сложно, но в принципе, если бы это было возможно, то человек с открытым сердцем, который правильно анализирует себя и честно относится к самоанализу, он мог бы прийти к тому, чтобы сам написал эту Тору. Да, потому что внутри каждого из нас есть душа, которая вся Тора известна. Как бы мы тоже говорили, что единственное отличие нас от всех остальных существ, нас, обитателей этого мира, а конкретно человека, это то, что мы, ну, кроме другого, по смыслу, то, что мы можем совершенно не видеть божественность. Под божественностью подразумевается как раз то, что стоит за буквами Торы, процессы, по которым свет Всевышнего поступает в этот мир, творит этот мир. Бывает, это смысл. Анализируя себя, мы можем познать все и все, что написано в Торе. Но для этого мы глядим непосредственно в сам корень, в сам контракт, для того, чтобы знать, что делать. Да, как-то один раз к Ребе подошел какой-то возмущенный человек. Ребе приезжал очень много людей. Приезжали политики, приезжали военные, военного дела, ученые и так далее. И каждому из них Ребе что-то говорил. Но больше всего Ребе раздражал светских докторов. Почему? Потому что Ребе звонят люди, говорят: Ребе, мне предстоит такая-то, такая-то операция, у меня какие-то такие-то дела. Ой-ой-ой, делать операцию, не делать операцию, врачи говорят делать. Ребе говорит не делать. И вот этот пациент, на которого так долго уговаривали врачи, встает и уходит. Ай-яй-яй, конечно же, это неправильно с врачами, кто такой этот Ребе, что вам вот такие дела, такие. И вот один из таких врачей как-то приехал к Ребе, а Ребе свободно принимал людей каждое воскресенье. И буквально за один день проходили 1000 людей. Представьте себе вообще, да, масштабы человека, который за один день принимал 1000 людей. Причем все это он делал стоя, ни разу не присев. И люди буквально проходили мимо Ребе, задерживаясь с Ребе 10-15 секунд. И я лично тоже являюсь свидетелем множества историй, как эти 10-15 секунд перевернули вообще всю их жизнь. И людям всяких масштабов, простым условиям. И вот этот человек, этот доктор, которому нравится Ребе с его выходками, простоял в этой длинной очереди, и он видит, что там приходят и инженера, и приходят простые люди, и ученые, и военного дела. И Ребе каждому дает какой-то совет. И когда он дошло его очередь, он говорит: Ребе, как это так? Я смотрю, вы даете советы военным, в военном деле, инженерам в их деле, изобретателям, ученым в их деле, в медицинском. Что он скажет, что Ребе разве врач? Ребе разве инженер? Ребе разве ученый, что вы даете такие советы? Что Ребе ответил? Ну, конечно, нет.
Конечно. Но разве, сказал Рэбе, архитектор должен быть электриком, должен быть монтажником, должен быть, должен уметь класть полы? Нет. Он просто знает, как должно быть. Он смотрит на план, он знает, как должно быть. Он, может быть, не умеет класть плитку, делать проводку, но он знает, как она должна быть в конечном итоге. И он идет к профессионалам. Один профессионал кладет пол, другой стены, электричество проводит, воду, канализацию. Но общий план у архитектора, и так он разбирается. Поэтому он может сказать и укладчику, и электрику, и водопроводчику, сказать, нет, это неправильно, здесь труба прокладывается. Она должна быть так-то и так. Подобно этому, сказал ему Рэбе, я всю жизнь посвятил изучению плана творения. Я изучаю Тору, который является планом творения, и относительно нее я могу сказать, как оно должно быть. Конечно, я не так, как вы, разбираюсь в медицине, я не такой специалист. Но я знаю, каков должен быть конечный результат. Подобно этому, как мы говорим, этот конечный результат, этот план творения, он изложен между строк Торы. И это то, чем занимается ученый, каббалист, Торы. Он всю жизнь добавляет в свое понимание все больше и больше подробностей понимания вот этого универсального шаблона. Вернемся к нам. Так вот, есть два транскрипт. Кто-то жалуется? Так, секундочку. Давайте лишнее выключим. Всем видно, всем слышно. Все хорошо. Рашмуэль, извините, пожалуйста. Теперь, мы сказали, есть два ключевых момента. Один момент ключевой – это выход из Египта. Второй момент ключевой – это построение Мишкана. И то, и другое имеют наибольшее значение для нашей внутренней работы, когда мы рассматриваем эти детали. Есть два этапа, если можно сказать, в достижении гармонии, в служении Творцу и вообще гармонии человека. Первый этап – это избавиться это нормально, это кажется, это нормально. Он безвредный, он очень хороший. Не обращайте внимания. Первое, что должен сделать человек, это свалить Египет. Процесс выхода из Египта, он, как мы сказали, говорят, каждый день, каждый человек должен смотреть на себя, как будто он вышел из Египта. Выход из Египта – это не какой-то процесс, который раз и вышли из Египта. Выход из Египта – это с тех пор, как он произошел в первый раз, он происходит, продолжает происходить до сих пор. Каждый день, каждую неделю и всю нашу жизнь мы выходим из Египта. Потому что каждый день, какого бы уровня мы не достигли вчера, относительно возможных сегодняшних достижений, Египет, он ограничивает нас перед следующей ступенью. Таким образом, Тора призывает нас все время двигаться из Египта. Египет – это то, что мешает нашему продвижению, то, что держит нас на месте, то, что вгоняет нас в неприятные ощущения жизни и во все сомнения. И прежде чем человек займется самосовершенствованием, не то, что прежде чем достижением счастья и гармонии, ему сначала надо, если можно так аллегорически сказать, избавиться от всего, что делает его несчастным, в первую очередь. И символизирует это Моше, который по указанию Творца совершает 10 египетских казней для того, чтобы сломить Египет. В каждом из нас сидит этот фараон, чтобы вы помнили. Сидит в каждом из нас фараон, который сидит и придумывает даже на самые невероятные обстоятельства, которые случаются с нами в жизни, придумывает, почему это недостаточно убедительно для того, чтобы служить
для того, чтобы продвигаться к нерациональным и духовным идеям. Вот этот фараон есть у каждого, не надо думать, что он есть только у вас, он есть у каждого из нас, слава Богу. И он его предназначение, чтобы мы его славили. Но также есть и в каждом из нас Моше Рабейну, слава Богу. Есть искра от Моше Рабейну, буквально горящая в сердце каждого из нас. И эта искра, она очень чутко реагирует на проявление божественности в нашей жизни. И когда мы приходим к каким-то правильным выводам в нашей жизни, душа откликается. И вот надо эту душу, эту точку отклика душевного в нас, нужно упросить ее, заставить ее, найти в себе силы, чтобы она стала превалирующей во всех наших внутренних свойствах. Для этого нужно совершить внутри себя 10 египетских казней. Нужно рассмотреть внимательно свой Египет, рассмотреть свои теснины. И нужно объективно понимать свое состояние для этого. И затем не сразу сказать, вот я теперь с сегодняшнего дня другой человек. Нет. В течение 10 месяцев длились казни. Каждая казнь, ее процесс подготовки, ее реализация длилась месяц. Потому что длилась месяц. 10 месяцев длился процесс выхода, подготовки только к выходу из Египта. Казалось бы, почему Всевышний, если пришло время избавить уже народ Израиля из египетского рабства, почему же Всевышний не вывел их в первый день? Потому что была бы упущена главная цель. И вот эта главная цель, она была не наказать египтян или показать евреям, какой великий Всевышний. Не было цели наказать, была цель явить имя Всевышнего. Это настолько высокое понятие, что, конечно же, не конечно, то если его резко преподносить человеку, человек не воспримет это. Нужна подготовка, нужно подходить к простому, к сложному и так далее. Подобно этому человек должен поделить свои проблемы на несколько этапов. Решение своих проблем на 10 этапов. Решение первое начинается с того, что преобразование, как мы говорили, Нила в кровь, да, это преобразование желания течь по холодному бурному течению, что вместо холодного бурного течения бурной жизни, ощущения, темного ощущения жизни, которое символизирует Нил, холодная вода, преобразовать это в горячую кровь. Да, в нечто дающее жизнь. Это депрессионное занятие. И очень много я встречал людей, бизнесменов, даже успешные бизнесмены, которые все время находятся в каком-то состоянии, которые не испытывают настоящего душевного счастья, удовлетворения. Все время, как будто все время делают вид своим вещам. Да? Для того, чтобы подойти к этому, нужно превратить Нил в кровь. Холодное движение, пусть и бурное, но холодное нужно превратить в теплую кровь и так далее, и так далее. Каждый из этих казней символизирует что-то. Если сегодняшний урок просто не сможет ввести подробное объяснение каждой из казней, то есть определенный порядок. И вот в прошлой недельной главе происходило сломление, как мы объясняли, спектра 7 чувств, 7 эмоций. Есть соответствующее учение Каббалы и Хасидизма. Вообще все, вот этот универсальный шаблон, который вы наверняка видели, его любят рисовать популисты, каббалисты. Популисты, есть такое дерево, на котором нарисовано 10 кружочков. Эти 10 кружочков, они символизируют 10 сфер, 10 ступеней, 10 этапов, которые присутствуют буквально во всем. И также это присутствует и в человеке. Если мы будем рассматривать этот шаблон в рамках душевного строения человека, то у человека есть 10 душевных сил, душевных качеств, 3 из которых интеллектуальные, которые называются в Кабале хохма, бина и да, мудрость, понимание, познание.
Мудрость, понимание, познание. У них нет эмоциональной окраски. Это три отвлеченных, абстрагированных от эмоций силы. Это те силы, которые мы используем для обдумывания, для беспристрастного обдумывания чего-либо. Но также есть и спектр 7 эмоций, 7 чувств, да, которому, кстати, соответствует там, 7 цветов радуги, 7 дней недели, все, что в природе есть. Это наша эмоциональная и чувственная завязка со всем происходящим. И вот начало выхода из Египта это заключается в развязке именно вот этих эмоциональных привязанностей наших к неправильным, стесняющим обстоятельствам. Зачастую мы привыкли находиться. Одна из причин, почему большинство евреев не вышли из Египта, знаете, потому что только 5-я часть. Потому что, несмотря даже те, у которых не было хороших условий, мужа они не хотели выйти, было очень стабильно и очень привычно. Очень стабильно и очень привычно. Что-то подобное наблюдаем в России, да, сегодня. Пусть разваленная деревня, пусть без воды и после электричества, но стабильно. Да, но стабильно. Не делать никаких из ряда вон выходящих событий. Так вот, прошлая неделя глава Торы была посвящена славлению именно эмоциональных привязанностей к различным аспектам этого мира. Эмоциональные привязанности к карьере, к бизнесу, к друзьям, к каким-то ложным понятиям, которые следует заменить на позитивные. Не следует отказываться, не дай бог, от эмоций, которые испытывает человек. Эмоции, они нейтральные. Проблема в объекте, который проявляется эта эмоция. Человек может любить настоящей любовью, но не настоящий объект любви. Это, кстати, частая ошибка. То есть эмоция у него непонятна. Я поясню. Например, часто очень ошибка, причиняющая много страданий, особенно молодым людям. Да? Они испытывают настоящую искреннюю любовь к кому-то, и в их голове они рисуют некий образ этого любимого человека, который на самом деле в отвлеченной реальности не соответствует. Любовь настоящая, объект выдуманный. Он притянутый за уши к какой-то конкретной бедной девушке или бедному парню. Потому что это такая любовь, она причиняет только страдания, она не настоящая. То есть само чувство настоящее, но объект и цель, увы, и, к сожалению, ах, нет. И все, что не хватает, это именно заменить не настоящие цели настоящие. Не отказаться от любви. Тоже частая ошибка людей. Вот, я пострадал из-за любви, я так ее любил настоящей любовью, но я пострадал. Теперь я никогда не позволю себе любить. Да? Это часто вывод мы слышим. На самом деле, этот вывод совершенно неверный. Потому что проблема именно в объекте, не в любви. Любовь была настоящей, искренней, прекрасное чувство. Но из-за того, что не совпало, это была ошибка, заблуждение. И вот это эмоциональная перевязка от ненастоящих целей к настоящим целям. От любовь к развлечениям заменить на любовь к постижению. Любовь, да, как какие-то благородные цели. В нашей недельной главе Торы происходит 3 последние казни. 3 последние казни, которые заканчиваются в конечном итоге полным славлением египетской мощи, в том смысле, что буквально, как рассказывает фараон, египтян довел Всевышний до такого состояния, что что фараон сам лично бегал по домам евреев и упрашивал их поскорее. Лично, уже это просто была полная истерика. И попробуем сегодня погрузиться в эти моменты. В конечном итоге, сейчас мы вкратце расскажем сами события недельной главы Торы и попробуем в свете всего вышесказанного разобрать и извлечь указания, касающиеся нашего сегодняшнего дня. И все идеи, которые я высказываю, они изложены в беседах Любавичского Ребе, короля Машеха, дай Бог здоровья, чтобы никто не подумал, что это какие-то мои личные идеи.
Что я такое умный, я сам для этого не вынес. Теперь, итак, мы находимся в начале недельной плодотворы. И, как мы сказали, какая-то часть египетской мощи уже сломлена. Большая часть египтян уже за то, чтобы народ Израиля вышел из Египта. Как мы сказали, не было Всевышнего цели наказывать египтян. У него была цель раскрыть имя Всевышнего. Те египтяне, которые признали власть Творца по ходу этих 10 казней, они уцелели все. У них было все нормально. И все казни, кроме самой последней, до которой мы сейчас дойдем, они все были в теории не фатальными. Они не приводили к смерти египтян, если те признавали, что это исходит от Творца. Как только египтянин признавал, что Всевышний хозяин этого мира, его переставали касаться казни. Да, конечно. Нет, Мидраш. Это открытым текстом этого не видно. Теперь. Итак, наша недельная глава Тора начинается с казни саранчой. Всевышний благословен приказывает Моше предупредить фараона, что сейчас наступает следующая казнь. Казнь саранчой. Казнь саранчой налетает особая саранча, фараон, как всегда, не слушается, хотя его министры уже начинают делать перестать, что происходит. До сих пор, что происходило? Все предыдущие казни, они хоть и были неприятны, но они все еще оставляли надежду, что египтяне выживут. Почему? Потому что на самом деле, хоть и был град, и он побил деревья, но сбил плоды. Он побил поля, но сбил пшеницу в колосе. То есть, и кроме того, были запасы, еще со времен еще Йосефа даже, были запасы, достаточные продовольственные запасы. И поэтому, несмотря на сломленные чувства, у фараона еще оставалась надежда. И эта надежда, она интеллектуального характера. Я вам приведу пример. Раз мы уже говорим это как основной, приведу пример. Что такое ощущение, что у тебя есть запас? Это дает какую-то уверенность, что какие бы несчастья не были, у меня на счету еще лежит $1 000 000, да, все нормально. Эти $1 000 000, они не лежат в кармане. Мы говорим про, когда человек знает, что у него что-то есть, обычно это что-то, но не у него в кармане. И оно мало отличает его от человека, у которого ничего нет. У этого в карманах ничего нет, и у этого в карманах ничего нет. И у того в голове, два в уме, у него есть 1 миллион в уме. И он есть, и он придает ему уверенность. Эта уверенность абсолютно ложная. Она точно так же, как и неуверенность того, у которого в голове не +2, а -2. У одного плюс $1 миллион в голове, у другого -1 миллион в голове. Этот сидит несчастный, этот сидит уверенный в завтрашнем дне. Оба ошибаются. Оба ошибаются. Потому что в любой момент может случиться что-то, и 1 миллион в банке, он ничего. И точно так же у них нет этого долга с собой, нету этой деятельности суммы с собой. Она исключительно существует в уме. Понимаете? Человек держит эту сумму в уме, и это держание, якобы у меня что-то есть в уме, на самом деле является ошибочным предположением, с которым невозможно принять полноценную власть Творца. Потому что на самом деле у нас нет ничего. На самом деле, что у тебя есть, это ничего. Что у тебя с тобой есть, вот то и то вряд ли, можно сказать, полноценно. Это то, что сейчас рядом с тобой. Не факт, что это получится использовать, не факт, что это пригодится. И поэтому эти мысли, есть у меня что-то или нет у меня что-то, одному они приводят к неуверенности, другому приводят к чрезмерной уверенности, но они являются корнем эгоизма. Вот тут я вам расскажу
такую тонкую тайну, которую вы можете использовать там, в самоанализе там, или еще что-то. Как вы сказали, есть две сферы. Ученые каббалисты разделяют эти 10 качеств человека на две сферы. Одна интеллектуальная, это три интеллектуальных силы, и 7 эмоциональных. Так вот, отрицательное качество, выходящее от эмоциональных, корень всех отрицательных качеств, это грусть, депрессия и уныние. То есть как бы, самое плохое, к чему приводят чувства, это и все дурные поступки, которые совершает человек, они исходящие из эмоций, в корне они исходят из того, что человек чувствует себя в унынии относительно того или иного момента. С интеллектом же фишка другая, что чем больше у человека интеллект, тем больше у него эго. Эго растет как на дрожжах на основе именно интеллекта. И вот что делает творец. Он слабливает визуально, визуализирует слабление вот этих интеллектуальных триггеров эгоизма. Он бьет по продовольствию, по всем этим запасам, налетает саранча и уничтожает все запасы, какие только были в Египте. Всю еду в складах, всю еду, по которой все плоды, которые попадали, и так далее. Более того, сначала египтяне сказали, ну хорошо, нет плодов, будем есть саранчу, короче, что мы можем есть. Но это был такой неприятный вид саранчи, кроме того, что в нем было мало мяса, у него была очень хрупкая, очень ядовитая слюна, вызывавшая болезни, очень крепкие челюсти, которые разрезали металл, и мало мяса. Сложно было готовить. Кроме того, когда уже египтяне всплыли от этой казни, и фараон попросил, чтобы это прекратилось, когда Моше Рабейну взмахнул, сначала египтяне набрали целые бочки этой саранчи, но когда Моше взмахнул по указу Творца рукой, исчезла вся саранча, даже так, как они думали накопить. Полностью без продовольствия. Аналогично этому, та казнь, которую мы должны произвести со своим интеллектом, это понять и осознать простую и банальную истину. У нас нет ничего. И это совсем не страшная мысль. Особенно учитывая, если для понимающих, то тот, кто максимально понимает, что у него нет ничего, значит, у него есть все. Тем ближе он к тому, что у него есть все. Потому что чем больше мы отдаем свою принадлежность, становимся частью Творца, а Творец он хозяин всего. Здесь нашего ничего нет. Но если ты слуга Творца, ты можешь пользоваться всем чем угодно, потому что ты работаешь с хозяином этого имущества. Понимаете? И корень вот этого тонкого эгоизма, это иллюзия, что у меня что-то есть, я что-то заслуживаю, или у меня чего-то нет. Это тоже такая же иллюзия. Вообще, это важный момент, я подчеркиваю, когда говорили много на уроках, важный момент понимать, что есть такая блажь у человека, думать, что нет, ну я же хороший, я вот все отдаю, все, что мне приходит, я вот только за свое добро и страдаю, я делаю добро, и мне возвращается плохо. И он думает, такой человек, искренне думает, что он гораздо лучше вон того скупого, который ничего не дает никогда никому. А на самом деле, с точки зрения иудаизма, они оба больны. Этот болен скупостью, этот болен щедростью. Этот щедр себе во вред, тот скуп себе во вред. И другим во вред. Да? И потому что должна быть золотая середина. Поэтому мы никогда не стоит тешить себя иллюзиями, что делая добро себе во вред, мы якобы делаем что-то хорошее. Мы вредим порой не меньше, чем тот скупой и ничего не делает. Или даже вредящий. Не меньше.
Вот потому что мы отходим от замысла, от самого замысла творения. Возвращаемся сюда. Теперь, вот эта иллюзия, что у меня что-то есть, и что у меня чего-то нет, она держит человека это самая такая ловкая заморочка. Если вы обратите внимание, то в обыденном состоянии это то, что занимает большую часть фона наших мыслей. Ой, что у меня есть на счету, что у меня нет на счету. Пусть на счету, мне надо заплатить, мне надо это или не то. А или бизнесмен, у меня такой-то, у меня надо так-то делал. Занят мысль все время на фоне денег. У меня что есть, что у меня нет. Что у меня есть, что у меня нет. На фоне не обязательно прям. Но мы заняты чем-то вокруг этим, добыть что-то. И эта мысль создает впечатление, что мы действительно что-то можем, что-то какие-то. Хотя нам даны возможности реализовывать какие-то вещи, нужно понимать присутствие Творца. Сейчас мы еще вернемся. Так вот, первая каждый саранчой, она призвана сломить вот этот момент уверенности или неуверенности в том, что у меня что-то есть или чего-то нет. Иллюзия, потому что на самом деле ничего нет. И это нормально, и не нужно тем, кто думает. Я здесь в гостях. Так можно сказать в гостях, что у тебя что-то есть. Пришел кому-то в гости, стоят тарелки. Можешь ли пользоваться? Но знаешь, что не твои стоят. О, и у нас даже тело правильно. У нас даже тело болеет. Совершенно верно. Теперь, после этой казни, как ни странно, как только казнь закончилась, несмотря на то, что продовольствия нет, и нечего рассчитывать на продовольствие, остались еще другие интеллектуальные силы. Да, конкретного решения нету. Когда было сломлено уровень уверенности, уровень знания, но осталось уровень интеллектуального. Ну ничего, мы еще что-то можем придумать. Ведь у нас осталась наша способность анализировать и мыслить. И наступает время 9-й цели. Пора на этом месте. Ну, а раз можем мыслить, пока можем мыслить. И Моше получает указание совершить вообще удивительное явление, которого с тех пор еще не было, но говорят, что возможно будет еще вот в конце дней, события в конце дней, в которых мы находимся, это наступает тьма египетская. Тьма египетская это было что-то удивительное с точки зрения физики. Это не было просто тьма, это была некая ощутимая субстанция. Причем она постепенно сгущалась в течение некоторого времени. Но при этом она совершенно не отражалась на народе Израиля. Как описывает нам Мидраш, с египтянами происходило следующее. Они начали, у них в глазах начало темнеть, скажем так, это ближе всего к тому, что можно описать, начало темнеть в глазах, и их движения постепенно становились все труднее, 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 пока они буквально не зависли в самых, даже самых ключевых позах, полностью потеряв способность как-либо передвигаться. И мы совершенно ничего не видели, но при этом не утратили слух. То есть звукопроводимость в воздухе оставалась. А для евреев и не было никакой темноты. Мы только видели, что египтяне почему-то очень странно затормозились и в конечном счете впали в какое-то такое состояние, подобное коме. И перед их взором, так говорят наши мудрецы, перед взором египтян открылось как экран, на котором они видели, что происходит у евреев, что у них все хорошо, что они сидят в дома, кушают, пьют, и более того, там, они получили определенные заповеди, сейчас я их упомяну. Это казнь тьмы. Эта казнь тьмы несла несколько целей. Одна из целей была, к сожалению, она затронула казнь, которая затронула и евреев. Во время этой казни умерли все те евреи, которые не хотели выходить из Египта по разным причинам. Все те, кто не хотел выйти. А конкретно 4/5 от всех евреев. Это очень много. 80%
от народа Израиля умерло, потому что они открыто отказались выходить из Египта по разным соображениям. Одни из-за неверия в Бога, другие из-за высокого положения в Египте, третьи еще из-за удобства, и привыкли, у меня здесь уже свой дом, у меня здесь это, куда. Знаете, как в анекдоте. Ой, там, Сара, ты слышал, пришел Машех. Ну так это же хорошо. Ну что ж хорошего, Сара, туда сейчас коров всех продавать, дом продавать, ехать куда-то в Иерусалим. Ой, что ж ты говоришь, это тебе враг, Всевышний спас нас из Египта, спасет от этого Машеха. Примерно подобная ситуация случилась и там. И, к сожалению, они умерли. Но Всевышний выразил уважение к народу Израиля и сделал только эту смерть во время казни тьмы, так, чтобы египтяне не видели этих смертей и никогда не смогли сказать, ну, так это просто природное явление, которое побило и египтян, и евреев, вот и все. И в это время, во время казни тьмы, оставшиеся в живых евреев похоронили всех умерших. И кроме того, и они получили задание, получили особое зрение народа Израиля и увидели, где лежит какое имущество у египтян. Видели, Всевышний открыл их, и дома египтян стали как прозрачными, и все драгоценности, где они были спрятаны, они оставались видимыми. Это было нужно, сейчас я поясню, зачем входит это отношение к тому, что мы говорим в общей теме. Приходит вторая казнь, как это будет, что это за тематика, в чем учитывая, что мы уже с вами каббалисты, и вы говорили, что речь идет о ослаблении интеллектуальных сил, тьма, естественно, мы можем ассоциироваться с образованностью, понимаете? Это люди, отказавшиеся от света Бога, народ Израиля, принявший свет учения, а не учение тьма. Да, это не просто возникшее право. То, что ощутили египтяне, это было прямым результатом их желания не быть просвещенными. Помните, мы пару недель назад говорили, что склонность евреев, потомков Авраама Авину к образованию и к поиску глубоких истин, она очень высока. И они видели даже в египетской культуре гораздо более глубокие послания, чем видели даже сами египтяне. Они даже их не собирались там искать. Что, оказывается, наши люди несут культуру, они несут науку. Они даже не думали, как они в голову не проходили. Да, так и тут теперь же это отразилось по прямому их нежелание видеть свет знаний, принимать свет знаний, отразилось в том, что они получили потемнение разума. Единственное светлое пятно в их сознании, которое было, это то немногое благо, за счет которого египтяне, за счет которого народ Израиля в Египте, значит, в Египте хоть какое-то добро получили, жили, все равно и бывает такого, что не было совсем никакого добра, не видели от египтян. И вот единственным светлым пятном, светлом надежды на всех египтян оказалось так, они потеряли все свои знания, все потемнело, весь мир потемнел, и единственным светлым пятном в их глазах это было то, что когда-то они где-то кому-то помогли, а единственному хорошему человеку помогли, помочь недостаточно. Да? Конечно, если вы помогаете, есть такое понятие, тоже частый момент, когда я уже в связи с учением Каббалы меня это спрашивают. Есть такие моменты, как гарантированно нам, что если мы даем стаку, мы разбогатеем. Это единственная вещь, которая гарантирована. Что если мы отдаем 10-ю часть доходов на святые нужды, то сам Всевышний гарантирует нам большогрomную прибыль. Причем в остальных заповедях мы не можем проверять Всевышнего. А эту фразу сам Всевышний говорит: хотите, проверьте меня. Это очень сложная вещь. Взять 10-ю часть своих доходов, взять и отдать на благотворительность, отдать на добрые дела.
Очень тяжелый момент, и поэтому мы видим так мало богатых. Но есть еще одно. Но это вещь Всевышний говорит, проверьте меня, проверьте, рискуйте, пожалуйста. Хотите стать богатым? Гарантированный есть способ. Давайте 10-ю часть дохода, минимум 10-ю часть, лучше 20-ю, но не больше. На благотворительный нужды. И приходят ко мне люди и говорят, ну так и так, я даю. Где обещанные мои богатства, я даю, где мои обещанные богатства. Тут есть действительно нюанс. Конечно, когда мы ходим по улицам, нам протягивают руки, и нам не стоит говорить, ой, как наркоманы, пойдете на наркотики, ой, потом, далее. Когда речь идет о такой сиюминутной помощи, нам не стоит осуждать людей, говорить, этому можно давать, этому нельзя давать. Давать надо всем. Чтобы, не дай бог, не оказаться в ситуации, когда кто-то начал разбираться, нужно ли нам давать. Да? Как мы ведем себя по отношению к миру, так Всевышний ведет по отношению к нам. Мы не разбираемся, помогаем всем, Всевышний также не будет разбираться с нами, что где мы заслуживаем. Но глобально, конечно, следует внимательно, особенно когда человек хочет дать какую-то постоянную поддержку за счет своих доходов, конечно, следует удостовериться, что они уходят в правильное место. Есть понятие в Аллахе, как они габун или цдакабуна, понятие правильной добродетели. Если, не дай бог, есть много мошенников, есть много разных людей, или даже в бизнесе, кто-то пришел, кто-то кому-то помог, не знаю, дал какие-то денег или помог какими-то бизнес-связями. Он может сказать, я же сделал доброе дело, я же помог человеку. Но если этот человек недостойный, если этот человек неугодный в глазах Творца по какой-либо причине, то это не принесет того благословения, которое гарантировано Творцу. Всевышний говорит, действительно, отдавая на хорошие дела, то есть если у нас какая-то обязанность удостовериться, что человек, или синагога, или благотворительный фонд, или тот бедняк, это действительно люди, которые попадут в правильные руки и будут использованы на нужды угодные Творцу, угодные Вселенной, совпадающие с общим намерением творения. Они гагун, да, не каждый бедняк по правильной причине. Иногда он бедняк, потому что он дурной, не хочет учиться на опыте или просто забросил себя и так далее. Но кто-то бывает, человек, который старается и хочет, но обстоятельства и так далее, Всевышнему известно почему, у него не получается, нет возможности. Такому человеку действительно человек с достоинством, хоть и бедный, но с достоинством старается. Такому человеку давать денежную поддержку, несомненно, приносит ему благословение, которое гарантирует Творец. Вернемся, такое было отступление, вернемся к 9-й казни Ной. Египтяне, отвергавшие учение Бога, получили то, что они просили, тьму неучения. В глазах у них потемнело, в сознании не помнилось. Единственным их светлым пятном было то доброе дело, которое они сделали по отношению к действительно заслуживающей помощи время от времени народу Израиля. Египтян, тогда, к сожалению, было мало достойных людей. Не все были погружены в разврат, грабеж, вещи, которые совершенно неуместны в творении. Теперь, анекдот есть такой. И он анекдот, но он с кабалой совпадает настолько точно, чтобы я на вашем месте к нему прислушался внимательно. После 120 лет, раньше жили до 120 лет, мы живем вечно, в прошлых поколениях кто-то после 120 лет евреи приходят на небеса, и есть такая у нас традиция, что после человек умирает, ему предоставляется некая аудиенция с самим Творцом благословенным. Сказано, не увидит меня живой человек, говорят, что живой не увидит, а он тоже не увидит. И вот есть аудиенция с Творцом, этот человек, он приходит, спасибо Всевышний, за то, что ты мне дал, спасибо за жизнь, спасибо за это. Но есть у меня один вопрос. Спрашивает. А в чем смысл? В чем смысл-то был? Зачем я промучился 70-80 лет, 120 лет,
Я не понял, зачем? А в чем смысл был в моей жизни? Я говорю, что не понял? Нет. Помнишь, ты ехал поездом Москва-Петушки? Когда тебе было столько-то лет долго. Помнишь, ты там на такой-то станции в купе зашла рыжая девушка такая-то белая. Сидела, она еще курочку кушает. Ну, помню. Помнишь, она тебя попросила соль передать? Да, ну, вот, в этом и был смысл твоей жизни. Да. Это смешно, но возможно, такое тоже возможно, потому что говорит Батюшка, что порой душа спускается в этот мир, со всеми, живет полную жизнь, 70-80 лет, со всеми ее приключениями, и все это стоило того одного доброго дела, которое она за это время совершила. Одного. Стоит того, все эти мучения, 70 лет в этом мире, стоит того, чтобы хотя бы одно доброе дело сделать. Вернемся к... И вот так, да. Это вопрос. Это был замысел изначальный, стоит передать, или это просто? Ради этого все и начиналось? Или это просто единственное, что пригодилось? Тут нужны комментарии наши, комментарии, классические комментарии к этому анекдоту гласит, что изначальный замысел был, чтобы человек сделал доброе дело. И предоставить ему для этого все возможности. Именно для этого Всевышний делает нас слепыми. Потому что если бы мы видели, что, какое величие стоит за добрым поступком, мы бы его делали уже не по собственному выбору или по собственному желанию. Это был бы не настоящий добрый поступок. Ну, конечно, это же очевидно хорошее дело. Я его делаю. А вот у этого нет стоимости, нет этого ценности. Такое доброе дело, очевидно, что оно доброе, и мы его делаем, оно не стоило бы ради него спускаться 70 лет. Но такое доброе дело, которое совершает человек, находящийся в душах теле, в этом мире, в мире лжи, в мире, в котором все скрыто, все запутано, непонятно, что хорошо, что плохо, никому не понятно. Мы слепые, мы не видим здесь открытую божественность. И вот из такого ужасного положения человек в какой-то момент своей жизни вдруг выходит на то, чтобы совершить нерационально, добрый поступок всегда нерационально. Нерационально отнять от своего времени, отнять от своего заработка, отнять от своего и уделить своей энергии, уделить это кому-то, что не факт, что это вообще вернется. Уделить чему-то, что не факт вообще, что это доброе дело. Но вот такое дело, оно действительно стоит всего этого мира. И это можно даже понять логически. Потому что для совершения такого доброго дела человеку нужно отказаться от всех ценностей этого мира. Да, как вы сказали, чтобы совершить нерациональные действия, в котором не стоит выгоды, нужно отказаться от понятия этого мира. Понятие этого мира гласят, что делай только то, что тебе полезно в той или иной мере. Либо удовлетворяет твое желание, либо приносит тебе какую-то потенциальную выгоду, потенциальную помощь. Совершить что-то, посреди рабочего дня остановиться, уйти на полчаса, поговорить с невидимым, несуществующим творцом, ну, несуществующим в плане, по ощущениям, это нерационально. Теряется рабочее время, посреди рабочего дня. В самый разгар рабочего дня вы говорите, это нерационально. Человеку надо выйти за правила этого мира. И он таким образом побеждает этот мир и совершает поступок, который дороже всего этого мира. По-простому. Он исходит из корня, который больше, чем этот мир. В общем, после того, как казнь тьмы коснулась всех, кроме фараона. Фараон, конечно, потому что он командует парадом. Все это ради него. Фараон лишился всей своей знати, всей его учебы, всей учебы. Остался только он один. Естественно, он естественно,
он начал искать Моше и спрашивать его, чтобы это скорее закончилось. И снова по указанию Всевышнего Моше допускает египтян. И уже после того, как так, сидите, учите. Не учение тьма, ваше египетское не учение это тьма. Есть учение света, это тот свет, который светит в домах Израиля. Далее им показать, никто не умер у египтян, человек может который случайно дышать перестали. Но не было, это не было фатально, это было именно поучить. Сидите, смотрите, учите. Вот, есть Тора, есть свет. Вы можете к нему быть. В этом была главная цель. Однако фараон, когда увидел, что свет египтян попустило, им стало нормально, опять в очередной раз заупрямился, скажем так. Теперь, помните, да, мы говорили, что происходит процесс сломления интеллектуальных сил. Если одну интеллектуальную силу сломили первую, это уверенность в том, что у меня что-то есть. И познание, что у меня на счету в банке плюс или минус, который мешает на самом деле человеку и не воспринимать. Он думает, что у него что-то есть. Это место без того, что он просто есть в данный момент, вне зависимости. В карманах все равно ничего нет. Нет ничего. Я просто эту тему очень цепляюсь. Вы понимаете, да, что человек, которого я просто часто это видел. Я видел, как бизнесмены, не вкладывая ни одной копейки, устраивали серьезные многомиллионные бизнесы только на основе той уверенности, что у них где-то там что-то есть. Хотя по факту они ни разу к этому что-то не обратились по ходу действия. Это иллюзия. Что мешает тому человеку, у которого нет этого чего-то, точно так же, без ничего, с такой же уверенностью организовать что-то. Был такой историк, произошла настоящая история, рассказывал Хабарник, он давно я ее слышал, не помню точно кто, рассказывал 20 лет назад, а история произошла еще раз. Но суть такая, был мужичок, один бизнесмен в Нью-Йорке. У него были дела, все у него было хорошо, но что-то там он прогадал, было какое-то падение на бирже. В один прекрасный день он приходит в офис и понимает, что он банкрот. Банкрот, и как-то так получилось, что вместо того, чтобы быть богатым бизнесменом, стал совершенно неспособным ничего делать. Естественно, он попал в депрессию и на всякие такие дела. Но жене решил не говорить, что мне не дай бог менять, как-то найти решение надо. И он ходил, делал вид, что уходит на работу, на самом деле выходил и гулял по парку, парк Нью-Йорке, Централ парк, гулял по этому Централ парку. И однажды он сидел грустный там на скамеечке, и подошел к нему какой-то дедушка еврейчик. Я говорю, надо человек. А что это у нас такой грустный? Ну, тут, да, так, все у меня плохо, все полетело, все, где-то никаких дел. Вы знаете, как он повезло? Вы знаете, кто я? Кто? Я Ротшильд. Не Ротшильд, Рокфеллер. Я из семьи Рокфеллера. Вам просто не сказано повезло. Я вижу, что он порядочный человек. Я вам могу. Я дал вам сейчас денег, достаточно для того, чтобы вы вылезли из всех ваших долгов. И действительно достает на месте. Представьте себе вообще такой склад. Это нереально. Да? Встает чек, рисует чек на $1 миллион, отдает этому человеку, говорит, а что договор какой-то. А молодой человек, я вам верю, я вижу, человек порядочный. Мы встретимся с вами здесь ровно через год, и вы встает и уходит. Сначала он думает, что это не может быть, не настоящий, что-то. Смотрит на человека, действительно, Рокфеллер, действительно, фамилия Рокфеллер, все дела, человек действительно настоящий, банковский, на $1 миллион. Все
такой суммой, он уже может все сделать. Но он решил не обналичивать этого человека, а пока попробовать на всякий случай отложить его и знать, что у него есть, если что, чем покрыть дела, где он сразу появился. Я просто чек положил в сейф. Но благодаря той уверенности, которая у него получилась, он закрутился туда-сюда, поднялся, обратно, выкинул, всех дел, и даже не понадобился ему этот чек. И радостный, он запомнил дату, ровно через год он лежит на эту скамеечку, и с этим чеком, получить этот чек, что это не понадобился, и спасибо, как он вдохновил, и как он ему помог, на самом деле, тем, что он дал ему этот помог. Убегает туда, садится, примерно так, я не знаю, конечно, как это было в точности, я еще не совсем точно помню, это смешивается с фильмами, но примерно следующая ситуация была. Он прибежал в Централ Парк на назначенную скамеечку, сел, и действительно подошел дедушка, сел, и с ним, что, как он начал. Я его поблагодарил, все поблагодарил, и тут подъезжает скорая, дяденьки из белых халатов, и говорят, Абрам Маркович, вот вы где, опять сбежали из пушки. И забирают его, и скорую. Ну что, говорит, да нет, вы говорит, не понимаете, человек у него, он надо фамилию Рокфеллера. Он поехал причиной о том, что он думает, что он настоящий Рокфеллер. И он все время убегает и гуляет, и сдается направо и налево чек. На самом деле у него там типа что-то уже давно нет, но это у него такая болезнь. Иногда он примерно свободный режим, иногда выходит сюда в парк. Слава Богу, вы только не думайте, что это человек настоящий. Представили ситуацию? Из-за этого он выучил что-то очень важное для себя в жизни. То есть это рассказывал уже Хабадник. Да? То есть на тот момент это был не религиозный человек, а историю я слышал уже с бородой, с флажком. Потому что он понял, это все иллюзорно. У него на самом деле не было этого миллиона, и никакого Рокфеллера не было. Ничего этого не было. Это был просто сумасшедший, даже дав ему бумажку. Но он на основе этого сделал все бизнесы. И ничего не мешает тому человеку, у которого совершенно нет денег, точно так же понять, что сейчас, в данный момент, у него есть бесконечный, неограниченный бюджет самого Творца Вселенной, и ничего не мешает затеивать прямо сейчас самые крупные проекты. Ничего не мешает. Кроме уверенности или неуверенности, что есть или нет. Вот тут саранча нам помогла. Теперь после саранчи мы сказали, которая уничтожила ощущение, что есть что-то, все продовольствие, все оно уничтожило, наступает эта тьма неучения. Помните, мы сказали, что фараон сказал, ну хорошо, если продовольствие не на что доверяться, ну у нас есть свои мозги. Нет, у нас нет своих мозгов, есть тьма. Есть тьма, и надо смотреть на свет. К сожалению, это тоже не помогло, и наступает последняя казнь, и она является самой основной теме нашего сегодняшнего урока. Да? Так же, как имеет значение первое, так имеет значение последнее. Что же в конец, что является конечным фактором, который сломило египетскую мощь, египетское эго? Какая была 10-я казнь? Это была казнь первенцев. К казни первенцев народ Израиля получил указание подготовиться особым образом. До сих пор все 9 казней, они обходили просто стороной земли, ничего для этого не нужно было делать. Но тут эта казнь явилась очень особенной. Казнь, которая слаживает все эго. Нам надо срочно понять, что это такое у нас, потому что то, что надо произвести с собой, да, чтобы наконец-то выбраться хотя бы из тех проблем, в которых мы постоянно находимся. Корень всего – бехоро. Казнь первенцев. Что это за казнь первенцев? Что это за первенцы? Почему вообще бы их казнили? За что бедных первенцев? Разве мы не сказали, что целью было явление имени Творца? И, да, и египтянам относился к Всевышней милости, до сих пор не было обязательно для египтян умирать.
Тот, кто признавал Творца, не умирал. Но тут уже нет улыбки. Здесь должно было проявиться мощь Творца в такой степени, чтобы не осталось никаких сомнений и никаких, даже в уголках нашего сознания и подсознания, египетского сознания и подсознания, не осталось никаких моментов, в которых можно было бы допустить сомнения в Творце. Для этого должно было произойти что-то, что не помещается ни в какие мозги, ни в какую логику. Все до сих пор примерно укладывалось в какие-то порядок действий, мы меняем что-то. Должно было произойти выход за рамки логики. Потому что пока человек крутится в рамках своей логики, даже на самых высоких этапах, он может все еще отрицать божественное. Но для того, чтобы выйти по-настоящему из любого положения, в котором бы ни находился человек, необходимо совершить выход за пределы собственного сознания, собственных понятий, собственных правил этого мира, правил того мира. Из всех правил нужно выйти к бесконечности, выходящей за любые рамки. В данном случае казнь первенцев достаточно много смыслов. Некоторые из них, давайте скажем, вкратце упомянем. Во-первых, под первенцами подразумеваются первопричины всех, так как мы говорим о эго, да, и о Египте, да, это первенцы Египта, это корни всех египетских доморощений. Корни, первенцы, да, тот, кто главный, потому что на святом языке первенец, также первый, тот, кто избран, ну как старший начальник, да, старший. Тот старший, он старший не только в смысле как брат, он еще и старший по разным делам и так далее. И теперь должна была произойти такая казнь, которая коснулась бы очень личных моментов каждого, выходя за пределы логики. Первенцы. Дело в том, что первые, многие скажут, ну сколько там первых? Ну в каждой семье по одному. Да, и о политике они менее сентиментальны, и фараон тоже был политиком, он мог сказать, ну окей, давайте посчитаем. Статистически это не очень ударяет по народу, по моему народу, поэтому можно не бояться. Да? Но на самом деле, если бы это было просто видимые первенцы, которые в документах записаны как первенцы, то это был бы не Всевышний. Речь шла о первенцах, первенца женщины от мужчины, первенца мужчины от женщины, первенцы от любовницы, первенцы от неизвестных скрываемых связей, первенцы от того, что... Оказалось, что у погрязшего в Египте народа первенцев было у каждого не один-два, а даже и побольше. И даже у одной женщины могло быть по нескольку первенцев каких-то мужчин. Это первенец от этого, первенец от этого, первенец от этого. А что еще можно? Да. И как естественным образом психология человеческая не менялась. Естественным образом все эти неудобные ситуации, como ребенок нет того, ребенок нет того, они скрывались, как и скрываются и сегодня в люди. Потому что ситуация, да? И поэтому мы будем ДНК проверки и что. Скрывались? Но тут Всевышний ударил по первенцам, о которых только было известно, что первенцы только лично тем, кто был с ними связан, или кто их породил, кто скрывал это и пошло, то есть что-то, что не было известно даже людям, как бы человек думал, но это я никому не рассказывал всю жизнь, он не умрет. Нет, он тоже умер. И это навело ужас. Потому что начали бить по очень личным моментам. Совершенно очевидно, что это какая-то вещь, выходящая за правила распространения информации в этом мире. Кто-то всеведущий творит что-то такое, выходящее за пределы. И именно это должно было быть смертельным, то есть выходящим, совершенно отрицающим возможность существования внутри материи. Выход за любые рамки.
И именно поэтому не было места сделать отличие между евреями и неевреями. Так как собиралось раскрыться такой высокий аспект божественности, на котором уже нет разницы между евреями. Понадобилось, чтобы она была. И тогда евреи получают первую заповедь, по словам мудрецов, заслугу которой мы, собственно, нам удалось победить Египет и выйти. Что это было за заповедь? Первым мы получили заповедь отсчитывать месяц. Самая первая заповедь народа Израиля — это считать месяц. Очень интересный момент, я не понял, в какой степени на это заповедь считать месяц, календарь. Да? На самом деле, как мы знаем, что те дела, духовные дела в этом мире, они ведутся в соответствии с лунными циклами. Материальные дела ведутся в соответствии с солнечными циклами. Народ Израиля живет по лунным циклам. До сих пор, до этого момента, Всевышний, как бы можно сказать, сам лично вел и учитывал этот лунный цикл. В момент получения первой заповеди народ Израиля получил невероятную привилегию. Всевышний сказал: вы теперь работаете у меня. До сих пор небесная канцелярия решала, когда начало месяца, а теперь вы будете решать, когда начало месяца. Как-то так вы скажете. Можно разве решить начало месяца, если мы говорим о лунном месяце? Либо это начало месяца, либо нет. Видно по луне, или не видно, так сказать, на новолуние. Мы видим какой-то месяц, зачем нам решать? Но во времена храма сегодня мы пользуемся тем календарем, который на бесконечное количество лет вперед просчитали мудрецы еще Талмуда. Кстати, там тоже используются такие сложные математические вычисления, что сидел, лично в моей практике, сидел ученый, закончивший мехмат и несколько ученых степеней по математическому анализу. Он, когда почитал правила, по которым вычисляется Луна, и которые у нас написано, что он не понимает, как это возможно, чтобы 3000 лет назад без прикладных инструментов математики, которые сегодня, вообще можно было к этому прийти. И без астрономических точных таких прогнозов. Но еще до этого момента, до этого календаря, целую 1000 лет было заведено по-другому. Всевышний дал заповедь освещать месяц. Был определенный порядок. Начало месяца решали свидетели. Приходили специальные кошерные свидетели. Это было большой заповедь. Не буду задерживать детали. У вас есть чуть-чуть за минут 10-15? Я хочу в сути поговорить. Приходил народ Израиля. Приходили эти свидетели к специальному суду. И суд говорил так. Делали перекрестный опрос. По сторонам. Ты видел Луну, да? Как она выглядела? Там ниточка, ниточка. С какой стороны у него был? С этой стороны свет, с этой стороны свет. На какой высоте ты ее видел? В какое время ты ее видел? Ну, так, где вы были? Если совпадали по указанию, что Луну видно, это объявлялось, что сегодня первый день месяца. Да, перед тем, как лунный цикл обновляется, есть момент, когда Луны совсем не видно. То есть, если не видно, то еще не кончается. Мало. Но как только первую ниточку Луны видно, это первый день. И чтобы вы поняли, насколько это имеет глобальное значение, с точки зрения, в всяком случае, учения Каббалы и хасидизма. Каждый год в мире происходит обновление жизненной силы. Рош ха-Шана, как мы говорим, Новый год, происходит то, что мы можем назвать судом, как хотите это называть, происходит взвешивание всех дел этого мира, и перераспределение, новый бюджет, новые силы. Идет некий цикл, который повторяется каждый год. И вот этого цикла, начало этого цикла есть четко определенная дата. В момент, когда Всевышний благословен, он даровал эту заповедь народу Израиля, он сказал: даже если вы ошибетесь, я перенесу обновление циклов на ту дату, на которую вы решаете. То есть вот настолько была дана возможность. Но откуда оно не взялась такая возможность у человека управлять процессами, которые, казалось бы, вообще какой не имеют обновления Луны. То есть вплоть до того, что если вы понимаете, что если когда ошибались, или уже свидетели, а было несколько случаев за историю,
то буквально менял затык Луны под то, что решили мудрецы. Ну хорошо, для первого дня. Ну, правда, второй сегодня, ну он пусть будет первым. Но он становился первым. Или наоборот. Удивительно. Откуда взялась такая сила? Была еще одно гадание. Христианам, как Всевышний, явил неограниченную силу, а относительно неограниченности нету разницы. Понимаете? Евреи, нет вообще разницы, нет никаких границ и понятий. Поэтому, если задача у бесконечной силы уничтожить каждого первенца, то он не будет разбираться по расе. Да? И была необходимость, чтобы появилось какое-то отличие. Как же относительно бесконечности можно приобрести какой-то отличительный признак бесконечности? Разве это возможно? Слава Богу, да, это возможно, потому что Всевышний тоже типа по-другому. К тому моменту, когда происходили эти события, многие евреи, во-первых, уже не делали обрезание к тому моменту, и поэтому Всевышний напомнил им сделать обрезание, тем, кто еще не сделал, и дал еще одну заповедь, которая сродна, сейчас поясню почему, сродник этой, которая выглядела следующим образом. Всевышний говорит: перед тем, как я совершу эту последнюю казнь, вам нужно взять козленка, привезти его домой, привязать его дома на видном месте, возле кровати, так что все видели, ну, тогда возле кровати это было видно, привязать его на видном месте, продержать таким образом 4 дня, и через 4 дня зарезать мою честь. Зарезать и кровью этого козленка помазать косяки ваших дверей. Это прародители внизу. Да, внизу пророждают косяки дверей, когда ангел мой, когда будет проходить, будет знать, это еврей, ну, не трогай. И так же так, мы сказали, если этому ангелу неограниченная власть, таким образом, относительно неограниченности, он мог по крови на косяках двери вдруг делать отличие. Это же, ну, тогда, значит, ограниченный. Да, был. Конечно, речь шла не о самой крови или самих косяках. И как факт, даже те египтяне, которые думают, что они очень хитрые, и прибегали к еврейским домам, думая, таким образом спастись, это им не помогло, что они сидели в доме, на косяки которого были помазаны кровью. Им это никак не помогло. Суть была в самом акте. Давайте посмотрим, что же общего между обрезанием, кровью обрезания, это тоже момент упомянулся, для общего образования. Когда Моше просил у фараона, давай, отпускай наш народ, фараон сказал: вы дураки, я знаю астрологию, я хорошо, действительно, очень хорошо разбирался в астрологии, и мудрецы у него были, соответственно, по-настоящему. Говорит, я вижу, что если вы сейчас пойдете в Египет, над вами будет светить Марс. А это означает, что будет у вас пролитие крови. Потому что сейчас Марс там в таком-то положении. И как раз в тот момент, когда вы собираетесь выйти, светит Марс, значит, вы прольете кровь. И действительно, с астрологической точки зрения он был прав. Но, как мы уже знаем, Всевышний Благословен он дал сделать так, что мы можем менять одно на другое. Не обязательно была кровь, чтобы погибли. По факту кровь, да, пролилась. Что это было? Это кровь обрезания и кровь вот этого козленка. Кровь, безобидная для человека, кровь была пролилась. Это не просто безобидная. Что же общего между этими двумя заповедями? Представьте себе ситуацию. Этот козленок на самом деле представлял собой одно из высших божеств для египтян. Они поклонялись козлу, да, до сих пор еще козла, да, которому поклонялись. Все это сатанизм, типа, на самом деле, только корни берут еще из Египта. Они поклонялись козлу, и козло было для них священное животное. И вот представьте себе, их бывшие рабы выводят козлят, выводят козлят на публичном месте. Они спрашивают: ой, чем вы наше божество привязали к своему дому? Евреи должны были по указанию Творца говорить: мы через 4 дня во славу Творца его зарежем.
да, и бессилие, и бешенстве, там, египтяне сходили с ума. Потому что это их выше, там одно из высших их божеств. Солнце было их помимо. Одно из высших божеств. Они не могли это смотреть. Но оставьте они, дело было в людей. Дело было в евреях. Я это наблюдал в Советском Союзе, сейчас наблюдаю в России в какой-то мере. Насколько сложно человеку предать то, что вдалбливалось ему как высшее божество. Приезжают израильтяне, в Израиль, приезжают люди, уехавшие из России, да совсем уехавшие из России, Олим Хадашим, и мне еще несколько лет боятся сказать, что правитель той страны, в которой они приехал, вот, не очень хорошо себя ведет. Да, они мамаш, ну скажи, не скажу, вас не сбили проверять. Вот, это еще прошлое ли. Я помню эти случаи, как израильтяне брали, помню, без нашего советского человека, крикли, там, не знаю, Ленин козел, выкрикнул. Он не мог, настолько глубоко это сидело. А вот представьте себе, что эти евреи, прожившие в Египте не одно поколение, прекрасно знающие отношения египтян к козлу, получают указания на виду у этих египтян, на виду всего честного советского народа сжечь советское знамя. Представляете себе, что для этого нужно? Они берут козленка и говорят, мы каждого, кто спрашивает, тогда часть указания, каждого, кто спрашивает, что он собирается делать, говорит, зарезать во славу Творца. Решиться на это было непросто для человека. Каждому израильтянину для совершения этой заповеди понадобилось выйти за пределы собственной натуры, пожертвовать, совершить самоотверженность, выход за рамки, соединиться с бесконечностью, выход за рациональные рамки, отказаться от порядка, отказаться от уважения вообще ко всему. Но даже это соседи, то отправки, я не понимаю, я могу придумать столько доводов, почему не сделать это заповедь. Это зависит, сколько было в мире. Но это же наши соседи, мы нужны знакомые, мы нужно знать, как они уважают, нам надо уважать чужую культуру. Надо сделать да, столько всего можно найти. Перейти по телевизору, да все что угодно. Сжечь самое дорогое египтян, зарезать. Пойти против всего. Понятно, да? Это называется самоотверженность. Это называется выход за рационал. Это то, что соединяет нас с бесконечностью. Выводит нас за рамки каких-то понятий. И то же самое присутствует в заповеди обрезания. Заповедь обрезания делает евреев, так понимаешь, во всех смыслах бесконечным. Он становится бесконечным. Во-первых, потому что каждый мужчина прекрасно знает, даже взрослый мужчина понимает, насколько ему нужно выйти через себя, чтобы совершить это. Женщина не поймет, какую самоответственность нужно пойти человеку, чтобы сделать обрезание не по медицинским причинам. Он идет на самоответственность. Но мы делаем это не взрослым детям, мы делаем это ребенку в 8 дней. То есть в самый первый момент, когда только зачатки первичного сознания, то младенец там, через 7 дней переворачивается зрение, чтобы мозг адаптируется к восприятию, и то все видит четко. Прожил неделю. И вот на 8-й день мы совершаем вот это соединение. Еще до входа сознания в ребенка на бессознательном уровне соединяем младенца навечно с безграничностью, с самим Творцом. Как это технически работает, я думаю, мы можем уделить другой какой-то урок. Почему? Но суть в следующем. Благодаря проявлению самоотверженности, да, ради Творца, проявлению отказа от рационала, отказа от обстоятельств, от принятия обстоятельств,
Народ Израиля совершил самоотверженность выхода из этой рамки, и этим он стал бесконечным. А вот бесконечность от конечности очень сильно отличается. Когда человек выходит за свои рамки, он среди ангелов свой. Это то, что отличало народ Израиля. Благодаря тому, что они совершили это совершенно самоотверженное обрезание. И самоотверженный поступок с этим козленком, благодаря их самоотверженности они стали отличаться от других обитателей этого мира. Если бы они этого не сделали, их первенцы, не дай Бог, погибли бы точно так же, потому что была дана безграничная воля, без всяких безусловная воля уничтожать каждого первенца. Внутри конечного мира. А так как евреи таким образом связали себя с бесконечностью, это то, что дало им силы выйти за пределы в конечном итоге конечного Египта. Суть Египта и суть всех наших проблем, в которые мы в своей жизни погружаемся, она в ограниченности. Любые теснины, за любой грустью, за любой депрессией, за любым нашим удовольствием, за любой нашей ошибкой, за любым всем стоит рационал, стоит наше сознание, стоит наше убеждение, наш опыт и так далее. Таким образом мы никуда не продвинемся, господа. Мы застряли в конечном и определенном четкими понятиями уровня. Для того, чтобы как-то продвигаться, для того, чтобы расширить рамки своей ограниченности сознания на данный момент, нужно выскочить за пределы. Нужно совершить акт самоотверженности, отвергнуть себя хотя бы на момент, но не просто так. Если есть отличие между самоотверженностью и глупостью, да? Кто-то может подумать, что просто ради любви это самоотверженность. Нет, это глупость, это не самоотверженность. Это нерациональное действие, да, но еще и бестолковое. То есть оно ничего не несет. Конечно же, самоотверженность должна быть не просто ради самой самоотверженности, а должна быть направлена в правильное русло. Об этом тоже стоит сделать отдельный урок, как отличить глупость от самоотверженности. Должен быть акт, осознанный акт совершения некоего дела, некого поступка ради Творца, ради блага Вселенной, ради реализации общего замысла сотворения мира. И тогда такой человек, когда он совершает поступок, даже если он совсем не религиозный, даже если он совсем не знает о Торе, но он пришел к осознанию, что есть Творец, он хочет ради него что-то сделать, и он не просто что-то сделать, а он готов ради Творца выйти за пределы рамок собственной натуры, собственной природы, собственного сознания. Такой человек вот в этот момент, хотя бы совершенном действии, он связывает себя навеки, потому что бесконечность не ограничена, буквально неограниченным источником, самой творящей силой Вселенной, и тогда никакие рациональные, а они только такие и бывают, проблемы ему не помеха. Он вышел на уровень, стоящий над рационалом. И это было то последнее, что сломило их. Когда вышел и народ Израиля, и сама Кайзер вышла на такой уровень, в котором проявляется нечто выходящее за рамки любых понятий, любых логических объяснений или каких-то правил, которые можно было объяснить даже на самом высоком уровне. Чисто уровень проявления воли Творца. И именно поэтому эта казнь, кстати, как я читал текст, происходила в полночь. Потому что в полночь есть очень особенный момент. В полночь соединяются две части ночи. Первая часть ночи, до полночи это где 12:00. Полночь это ровно середина между закатом и восходом. Чем особенно это время? Тем, что первую половину ночи властвуют ангелы правосудия, вторую половину ночи властвуют ангелы милосердия.
Выражается это в том, что первую половину ночи темнее, и чем дальше, тем темнее. Вторую половину ночи светлее, чем дальше, тем светлее. Это свет ангелы милосердия. Это ангелы правосудия. Но ровно в полночь происходит невероятно. Дело в том, что ангелы правосудия и ангелы милосердия по своим свойствам не могут дружить. Как не может дружить вода и огонь. Хотя они дружат. Ну, просто очень скрытый форм. За счет чего они дружат? За счет того, что между ними стоит Творец. Творец ставит уважение каждого к каждому. И ровно в полночь, когда происходит смена между потемнением и началом светления, стоит сам Творец. Потому что есть свойства, которые являются привилегией исключительно самого Творца или одного существа, даже самого высшего. Это привилегия объединения противоположностей, привилегия парадокса. Всевышний, там, где мы видим соединенные противоположности, мы можем быть уверены, что там находится сам Творец. В любом месте. Водород. Да? Это и огонь, и вода вместе. Да? Есть Всевышний внедрил в мир понятия, в которых крайности, совершенно неподходящие, тем не менее, находятся вместе. Магнит, с одной стороны такой свойства, с другой стороны такой, но целый как-то так. Это отталкивает это отталкивает это, но он не рассыпается на части, один кусок. И да, внутри нас есть и огонь, и вода, и воздух. Если по-простому, пусть немножечко простой логики, но если подумать, то этот воздух должен был убегать из нас, а вот сдерживать, работает. Или там из любой дырки у нас должна была выйти любая кровь, да? Или как-то так, чтобы кровь горячая, или сгорает. Ну, это баланс температуры. Очень множество мудрости именно в балансировании противоположных сил. И вот это преимущество соединения крайностей, оно принадлежит Всевышнему. И как мы сказали, что так как предстояло раскрытие настоящей божественности, которая не ограничена никакими определениями, право, лево, не ограничена никакими понятиями, оно произошло ровно в полночь. В тот момент, когда ни те ангелы правят, ни те ангелы правят, в тот момент сменяет их действия сам Творец, да, пользуясь своей привилегией соединения противоположных. Так вот, друзья, в общем-то, события на этой неделе главы Тора заканчиваются тем, что фараон таки отпускает народ Израиля, убегает, как мы сказали, в панике бегает, он начал искать Моше Рабейну, потом смешно, над ним поиздевались еврейские детишки, когда он бегал по улице, сказал, где живет Моше Рабейну, где живет Моше Рабейну, они всем разные стороны показывали, говорят, там живет, там живет, там живет. И полночи бегал из старого дома, все в разные стороны показывали и смеялись. И он очень дошел в такое заниженное состояние, он тоже дал вопрос, зачем нужно было уважаемому фараону. И сама Тора выражает ему уважение, и дает указание Моше, с ним обращаться всегда уважительно, несмотря ни на что. Только уважение с ним говорит. Зачем его так унижать? С той же целью. Необходимо было ради него же самого, ради самого фараона необходимо было сломить всю его гордыню. Он очень высоко сидел, и гордыня его была очень высока. И в конечном итоге мы знаем, что Всевышнему удалось поставить фараона на правильный путь, и он таки выжил, и потом еще долго жил после этого, в отличие от многих. Но почему он бегал за Моше Рабейну? Когда он прибежал к Моше Рабейну, он не пожалуйста, давайте валите отсюда. Моше ответил, но у нас Всевышний сказал только утром выходить. Нет, ну давайте, может, сейчас. Извини, не могу. Сказали сидеть сейчас полночь, только начинается. А что ты тут не можешь до утра подождать? Ты, фараон. И он признался, что дело в том, что я тоже первый. Я тоже первый. Пахнет жареным. Тут я вижу, вариантов нет, умирают все первые. Я тоже первый. Видимо, очень сейчас дойдет до меня поскорее уходить отсюда, чтобы ускорить
что перед Всевышним, типа, когда Всевышний, что он действительно уже это сделал, начал бегать по еврейским домам, он говорит, пожалуйста, мы вас очень любим, с ума сойти, уезжайте из Египта, забирайте страну, только уходите. В общем, закончилось тем, народ Израиля вскочил за один день после этого решения, после этой казни, после этого события, вскочил за один день, вышел из Египта, перешел до первых двух стоянок, Рамсес и Суккот, вышел из Египта. На этом заканчивается в плане событий недельной главы Торы. И там, конечно, произошло что-то важное, но мы оставим это на следующий урок. Тоже важное для работы над своим эгом. Это маца, знаменитая маца, которая единственное аутентичное еврейское блюдо. Когда говорят, а есть ли у вас еврейская кухня? На самом деле нет. Евреи ашкеназы взяли это там, от австровенцев, марокканцев, от африканцев. Каждый взял это от своих кухонь. А что единственное еврейское блюдо, которое реально еврейское, это маца. Так себе блюдо. Вода с мукой. И в этом есть глубокий смысл. И это маца упомянуто, они вышли так быстро, что тесто не успело взойти. Конечно, это тоже имеет большие указания по Всевышнему, о которых мы поговорим в следующий раз. Но главное указание, которое нам следует вынести из этой недельной главы Торы, это следующее. Я подведу итог. Корень всех наших проблем, всех наших внутренних заморочек, он всегда в нашем разуме. Всегда. Вот, конечно, и в наших запутанных чувствах, но чувства, они лишь мешают дойти до разумного понимания. Но даже когда мы побеждаем свои чувства, порой наш разум очень умный, очень светлый, подсказывает нам страшные идеи. У меня что-то есть, я что-то могу, я хороший, я плохой. Очень часто человек необъективно себя оценивает именно ввиду тому, что следует какой-то определенной своей логике. Так вот. Конечно, нельзя быть полным сумасшедшим постоянно. Но для того, чтобы выйти из Египта, для того, чтобы продвинуться в своей жизни, необходимо, и нет другого варианта, совершить некий акт, который, несомненно, противоречит нашей собственной натуре и самое сложное нашей логике, нашему пониманию. И в этом этот смысл стоит в общей сложности за всеми заповедями. Помните, мы говорили с вами, какая главная заповедь? Любовь к ближнему. Но каким образом у любви к ближнему поможет мне накладывание тфилина? В общей сложности она поможет следующим образом. Накладывание тфилина нерациональное действие, которое мы совершаем ради Творца. Это очень в общем, да? Как и все другие заповеди зачастую. Если понятные и логические, то в общем смысл, то мы совершаем что-то нелогичное, нерациональное и, скорее всего, невыгодное. Чисто банально, простой точки зрения, невыгодное. Совершаем акт выхода за собственные эмоции и за собственный разум. И каким образом это помогает нам любить ближнего? Дело в том, что со стороны разума и со стороны эмоций мы все настолько разные, что любить ближнего по разуму и по чувствам невозможно. Мы со стороны тел совершенно разделены, совершенно наши задачи разные, наши мысли разные, наши жизни, обстоятельства разные. Все разное настолько, что невозможно полюбить ближнего. И для того, чтобы по-настоящему полюбить любого ближнего, нам нужно с ним что-то найти общее. А знаете, что у нас общее со всеми? Все наши души исходят оттуда, из одного корня, мы все исходим из Всевышнего. Каждый из нас является представителем вот этой неограниченной божественности, о которой мы говорим. Каждый. Не каждый это ощущает, но каждый является, несет в себе самого Творца Благословенного в своем сердце. Пусть он скрытый, но это он сам. Смысл. Но, так вот. Ну-ка, напомните, друзья, с чего я начал эту мысль.
Так вот, когда мы исполняем вот эти нерациональные действия, заповеди, которые заставляют нас, ради которых мы выходим за пределы, мы убеждаем себя, внушаем себе, приучаем себя к тому, что наши понятия логичные и наши понятия чувственные, они не релевантны. А как только мы убираем их как мерило, как мерило людей, мерило себя, и нашим мерилом становится что-то находящееся, выходящее душа каждого, с этой точки зрения нам становится гораздо легче любить каждого, понимая, что он, как и мы сами, является самим Всевышним только в других обстоятельствах, как и мы сами, ничуть не меньше. Но это то не со стороны тела, это со стороны души. И поэтому, совершая все заповеди, в частности, которые мы упомянули, мы приближаемся к любви к ближнему, к настоящей любви. И это общий смысл всех заповедей. И тоже касается реализации важных проектов в своей жизни, каких-то новых проектов, реализации бизнес-проектов, неважно в каком направлении, или каких-то качеств, развития новых привычек, для того, чтобы прийти к чему-то новому в своей жизни, чему-то действительно расширяющему рамки нашего восприятия интеллектуального и эмоционального, необходимо совершить некую самоотверженность по отношению к Творцу. Выйти за рамки. И это то, что причинно-следственным порядком приведет также и к нерациональным результатам. Да, любое следствие соответствует параметрам своей причины. И пока мы действуем внутри рамок разума, то и результаты у нас будут внутри рамок разума и правил этого мира. Но если мы начинаем какой-то проект самоотверженно, выходя за рамки разума и логики, то и результат причинно-следственный будет выходящий за предел правил этого мира. И дай Бог, что у каждого из вас, и всех вас, что он большой, выходящий за рамки всех ваших материальных понятий, во всех ваших начинаниях, которые вы будете с Божьей помощью применять, те тайны Торы, которые вы учите. На этом, в общем-то, я думаю, чуть-чуть затянувшийся двухчасовой урок закончен. Да, значит, начнем случайно. Извините, это должно было быть час. Я рассказываю. В общем, спасибо, друзья, что пришли, всем, кто пришел. Если есть вопросы, сейчас самое-самое время их задавать. На зумах тоже вы можете задавать, если хотите. Все молчат. Благодарю вас, Рав Шмуэль. Ну хорошо, раз у вас все нормально и всем все понятно, спасибо за внимание. Надеюсь увидеться с вами и в следующий раз, во вторник. Рав Шмуэль, вопрос. Давайте. В моей жизни последние недели-две происходит такая эмоциональная, ведущая к хорошему жесть, что я вижу, что как будто бы моя жизнь отражается в недельной главе Торы. Или я в ней. Совершенно жестко. Причем все это ведет меня к исполнению заповедей, к улучшению, но эмоциональная сфера такая, что я вою уже месяц. Ну, отражаемся. Фараон Зу, во-первых, я поздравляю вас. То, что с вами происходит, это отлично и вообще просто супер. Потому что это то, что и должно происходить по-нормальному. Это так и так происходит со всеми, вы просто уже начинаете это замечать. И мы сказали, последнее время была именно задача высших сил довести людей до того, чтобы они сломили свои эмоции, сломили, так что это нормально. И подобно фараону, фараон хоть и упрямился, но в конечном итоге он гнал народ Израиля поскорее, мотивировал народ Израиля поскорее выйти из Египта. Всеми проблемами, которые он делал, все-таки мотивировал. И это примерно то, что вы испытываете. И это на самом деле то, что и происходит со всеми. И так как вы это видите, я смею верить, что и дальнейшие события будут такими же. И вы успешно перейдете море и достигнете горы Синай и получите так же, как у вас совпадает. То есть я о том, что это действительно отражается в моей жизни. Это реальность. Не только в вашей жизни. Это вот да. Если вы особо это замечаете каким-то образом,
то, возможно, следует сказать следующую тему урока. Это пишет об этом Рамхаль в книге «Путь Всевышнего». Он пишет, что как только человек становится на этот путь, на котором он преобразовывает свою натуру, преобразовывает свою природу, выходит за рамки своей природы, с этого момента события вокруг него перестают естественным образом, а начинают уже конкретно отражать его уровень служения. И, конечно, чем дальше, тем это будет больше похоже на неделю главу Торы, в особенности в том контексте, как мы здесь учим с хасидскими тайнами. Вот, спасибо вам огромное. Амен, амен. Еще кто-нибудь? Все перегрузили. Ладно, друзья. Хорошей недели. Я надеюсь, с этим зарядом вы идете совершать самоответственное служение Творцу. И на следующей неделе сообщите мне о ваших самоотверженных добрых делах. И самое главное доброе дело, которое следует усиливаться, это, конечно же, дака. Я рекомендую вам каждому, каждый в размере своем. Для кого-то это самоотверженности будет и 10 там, условных единиц дать. Для кого-то самоотверженности будет дать больше. Постарайтесь именно вот на этой неделе, в ближайшей неделе совершить некий акт благотворительности, который чуть-чуть тяжело сделать. Не обязательно, чтобы это были большие суммы, или это может быть даже не сумма, если нет денег, это может быть какой-то акт самоотверженной помощи какой-то, но чуть-чуть пожертвуйте своим временем, своим чуть-чуть имуществом, чуть больше, чем вам хотелось бы, ради совершения какого-то блага в этой неделе. Это способствует к разрешению всех египетских проблем. Спасибо, друзья. Музыка. Итак. Максим, наберу вам минут через 40, ладно, я на уроке. На уроке Тора, сейчас вам наберу чуть попозже.